Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в городе Сухум. Его мама была абхазской, отец – потомком богатых персов. Фазиль – третий младший ребенок в семье. Когда ему было 9 лет, отказавшегося от гражданства СССР отца выслали в Иран. Старшего Искандера после выписки из страны никто из членов семьи больше не видел. В конце 40-х годов Фазиль безуспешно пытался навести о нем справки через МИД, а в 1956 году он получил письмо из Ирана с сообщением о смерти отца. Мать писателя была малограмотной, но мудрой и строгой женщиной. Она работала продавцом. проза бзия, проза дуах иеганы июан, июм таквазиги шамахак, хапа сценах и наргах врацадзо, асип шилаза шкуль, хнижашуксан и хыцваза зипсито классика изерхет. В Абхазии проживали представители многих национальностей. Юный Фазиль слышал вокруг себя, кроме абхазской и русской, грузинскую, мингрельскую, армянскую, турецкую, греческую, персидскую речь. Сам он говорил, что по-настоящему знал только два языка – русский и абхазский, несмотря на то, что занимался переводами с английского. В детстве Фазиль много читал. Школу он окончил золотой медалью и хотел поступить на философский факультет МГУ. Став уже писателем, он написал об этом в автобиографическом рассказе «Начало». Через пару лет обучения в вузе Искандер понял, что хочет стать писателем, и перешел в литературный институт имени Горького. В студенческие годы он начал писать стихи. Стажировался в газетах «Брянский комсомолец», «Курская правда». В 1957 году Искандер стал членом Союза советских писателей, публиковался во всесоюзных изданиях. Через 2 года он познакомился с приехавшей на отдых в Сухум студенткой Московского института народного хозяйства Антониной Хлебниковой. Летом 1961 года она стала женой Искандера, и новая семья переехала в Москву. В 1963 году у супругов появилась на свет дочь Марина, и только через 20 лет после нее родился сын Александр. Любое произведение Искандера кинематографично. Вобрал все наше абхазское и земное в себе и преподнес его всему миру. И они уже четко, картинно, они уже все восприняли эти произведения. В течение 60-х годов Искандер выпустил несколько сборников, после чего сконцентрировался на прозе. Это было самое продуктивное время его писательской карьеры. Большую популярность получили сборники его рассказов «Детство Чика» и «Запретный плод». Отдельно стоит упомянуть повесть «Созвездие Козлатура», которая принесла Искандеру всесоюзную известность. Со свойственным ему иронией писатель рассказывает о нововведении в сельском хозяйстве Абхазии – разведения козлатуров. Задача искусства вечная. Одна – это при помощи того искусства, которым, скажем, занимаюсь я, искусство слова, передать людям свои мысли, свои наблюдения, свой опыт. И есть, конечно, так сказать, и некая сверхзадача у меня, во всяком случае. Это взбодрить немножко своего читателя. Сделать так, чтобы в мире было меньше унылости. Несмотря на то, что Искандер писал только на русском языке, абхазский хлещет из произведений Искандера, говорит Вячеслав Облотья. Фазиль Искандер пишет по-абхазски, на русском языке. Вот, на русском языке, потому что вот ты читаешь, и вот прямо абхазский язык хлещет из него. Вот абхазская прода, абхазский язык хлещет из его произведений. В течение 1980 года Искандер потерял 3 близких человек. Один за другим умерли его сестра, брат и 79-летняя мать. Свою горечь и душевные страдания писатель не выражал внешне, а выплеснул на странице пронзительного рассказа утраты. В годы перестройки Фазиль Искандер вернулся к активной писательской и общественной деятельности. В 1986 году вышло 2 его сборника «Один день Большого дома» и «Праздник ожидания праздника». А в 1989 году был полностью издан роман «Сандро из Чегема». Я хотел бы быть его режиссером, потому что мне очень он близок, очень близок. И вот у меня в характере тоже, вот я герой Фазиля Искандера.
городской герой Фазиль Искандер. Я себя так считаю. Когда вот Колчарук я сценарий сделал, ну, я принес на Мосфильм, они прочитали, сказали, ну, они не поняли юмор. Они не поняли. Я говорю, дайте, я говорю, сделать эту картину. Ну, естественно, я понес Фазилю домой. И я оставил ему. И вот он прочитал и звонит мне. Не, вернее, он приехал, значит, там мы на курсах учились, и вот узбеки, казахи, прибалты, мы вместе же учились. Они говорят, слушай, говорят, мы просим тебя, познакомь нас с Фазилем Искандером, мы хотим. И я звоню им, я говорю, Фазиль, говорю, приезжай, я тебя прошу, так просят. Ну, мы ему стол накрыли. И я ему там дал сценарий. Я говорю, Фазиль, прочитай, я тебя прошу. Вот. Потом через какое-то время он прочитал его, я пришел к нему домой. Он говорит, знаешь, говорит, говорит, я в сценариях не разбираюсь, но бери все мои произведения, вытаскивай то, что тебе интересно. Ну, естественно, я взялся, естественно, я в этом фильме свое тоже вносил, свою коррективу, сценарий, свои эти моменты какие-то. Но все это, естественно, в духе его. Он приезжал, на Пицунду приехал, и мы в кинозале показали ему фильм. Он сказал, говорит, очень напористый фильм, говорит, такой, ритмичный, там, ритм, все ему понравилось. Искандера еще при жизни считали классиком литературы за выдающийся вклад в развитие культуры России. Фазиль Искандер был удостоен государственных наград России и Абхазии. Он награжден множеством престижных зарубежных и отечественных премий, в том числе государственными премиями СССР. Книги писателя переведены на языки разных народов мира. По его произведениям было снято несколько фильмов. Что они снимали по Фазилю Искандеру, все это прекрасные, хорошие фильмы, но они немножко не абхазские, потому что это действие происходит в Абхазии, вот. Но чтобы кровь абхазская там была, вот «Перевал Тасара», я вообще хотел этот фильм снять, «Перевал Тасара», там обстановка с политической и с крестьянской, вот, крестьянская это попадает в эту обстановку, как они себя ведут, какие характеры свои показывают, вот этого нету. Какое произведение Искандера близко вам по духу? А все произведения, все, мул старого Хабуга. Вот у него, кстати, есть еще один рассказ «Страх», вот последний рассказ его «Страх». Так хочется мне эту короткометражку снять, но она немножко сложная. Вот, она, кстати, она современная, и действие происходит на курорте, отдыхающие рассуждают, но там такая ситуация, такая, знаете, напряженная такая, но кончается с юмором. Вроде трагедия и кончается с юмором. Очень хороший рассказ. Фазиль Искандер ушел из жизни в 2016 году от острой сердечной недостаточности. Ему было 87 лет. Писатель похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Адица Сагария, Налгвинже, Абхазское телевидение.